Бро, смешно, бро, смешно. Читай все самое интересное о Якутии на Ньюс Якутска. Мам, сейчас давай я перезвоню минут через 20-30, ладно? Сейчас неудобно говорить, перезвоню. Ага, давай. Всем привет, меня зовут Антон Камолов, я теле- и радиоведущий. Что вы знаете о Якутии? О Якутии я знаю очень много по сравнению со среднестатистическим человеком. Во-первых, я знаю, что это республика Саха-Якутия. Саха — это народ, самоопределение народа, который населяет республику Саха-Якутия. Я был в Якутске, посмотрел немножко город, посмотрел старый город, съездил в Царство Вечной Мерзлоты, куда рекомендую отправиться всем, кто будет в Якутске. Замечательно. Вы знаете, что у якутов есть свой язык? Да, конечно, я знаю. Более того, меня приятно впечатлило, что практически все якуты, которые встретились мне на моем не очень продолжительном пути в Якутске, они в большинстве своем говорят между собой именно на якутском языке. Это очень круто, когда язык сохраняется. Это же кириллица, это же русские буквы. Это кун или это кх? Кун. Это существительное, да? Пусть будет хлеб. Я не знаю почему, пусть будет хлеб. Магазин кюн. Вот, это очень близко, потому что хлеб — это каравай. Каравай, он круглый, он рыжего цвета, а солнце точно такое же. Я считаю, что мне нужно зачесть балл. Кыл — это луна или буханка черного. Там у нас был каравай. Так, давайте логически и лингвистически. Cool, круто. Классное солнце, cool, cool, отличное солнце, но это существительное, cool, пусть будет луна. Смех, вот так вот, да, то есть Ирак, Иран, вроде как одна буква отличается, это название двух стран, причем рядом, а кюн и кыл совершенно разные вещи. Ладно, кто автор якутского языка, можно с ним поговорить? Кюл, кюл, или как правильно? Кюл. А почему все время на кю начинается? Что вы мне подсовываете? Вы в вашей программе вы дошли наконец-то до буквы К, да, до К, до этого А, Б, В, да, К. А давай Кюмолова позовем. Кюл. Давайте, как я предполагаю, это, безусловно, можно использовать это слово как глагол. И тогда кюл это означает рыбачиться и рыбачить идти на чура, то есть конкретно на конкретную рыбу. А если в значении существительное, то это означает портфель, озеро. Я был очень близок. Уолл. Просто Уолл. Есть такой игрок Джон Уолл. Он играет сейчас, по-моему, за Washington Wizards. В принципе, это написанная с ошибкой его фамилии. Тут еще одна L должна быть. Предполагаю, что этот парень, Джон Уолл, не якут. И даже не из Якутии, поэтому значение его фамилии нельзя сюда спроецировать. О, есть Уолл-стрит. Значит, Уолл — улица в Нью-Йорке, где находятся всякие банковские финансовые учреждения. Здесь нет стрит, значит, мы откидываем улица. Уолл пусть будет финансовая биржа, потерпевшая крах. Что это? Мальчик? Может ли быть мальчик одновременно финансовой биржей, потерпевший крах? Конечно, если он посадил все свои деньги в Counter-Strike, а потом его заскамили, и все, никаких скинов, братишка. What? What? Вот. Ну это же не может быть девчонка, это было бы слишком просто. Хотя очень напрашивается. А есть в якутском языке слово «the» и «fuck». Вот «the fuck». Нет такого? Сейчас бы мы проспеллинговали интересные фразы. Значит, солнце и второе у нас было кыл, озеро. Да, совсем созвучно, но не похоже. Значит, уолл — мальчик, вот ночной магазин. Огонь. Да, конечно. Ночной магазин — это же и есть огонь. Вы идете, темно. И вдруг он где-то светится 3 часа ночи и манит к себе. Купи, говорит, сыра и молока пакет возьми. Инах или инах. Инах. Но это очевидно. Как происходит название того или иного животного? Идет охотник, он встречает некоторое дикое животное и дает ему название. Если это маленькое название, он такой: о, какая киска. Если это что-то страшное, и он как бы его отпугивает, говорит: инах, инах. Очевидно, что это что-то большое, чего охотник испугался, и он хочет, чтобы это животное ушло. Очевидно, что это саблезубый тигр, доживший до наших дней, выбравшийся из вечной мерзлоты, совершенно случайно ободрен. У него тут уже части шкуры нет, но клыки так его пугают, что этот охотник, якут, он сказал: «Нах отсюда». Корова. Ну, не знаю. Коровы, видимо, очень агрессивные в Якутии. Что? Подоил, пошлепал ее, значит, так, нах. Все, как бы, иди пасись, завтра приходи, снова буду тебя доить. Кус
Кус. Русский корень кус, кусать, вряд ли тут слишком было бы очевидно. Будем идти от обратного. Есть от обратного кускус. Блюдо, которое состоит из какой-то крупы, манка, вот это вот все. Возьмем что-то среднеарифметическое. У меня техническое образование, я не лингвист, поэтому будем брать от двух слов среднеарифметическое. Кусать и кускус в смысле блюда. Что у нас среднеарифметическое получается? Желудочно-кишечный тракт. Желудочно-кишечный тракт — это животное. Так, давайте подумаем, у какого животного очень необычный желудочно-кишечный тракт. Это ленивец. Ленивец ест только траву, листья. Он почему такой медленный? Потому что у него крайне медленный метаболизм. Поддерживать его метаболизм, поддерживать жизнь нужно получать достаточно много калорий. Из травы, из листьев много калорий не накопишь, он жрет этой травы огромное количество. Реально, я не шучу. Поэтому кус, желудочно-кишечный тракт, или по-якутски ленивец. Что это? Утка? Дикая утка. Вот если кому-нибудь сказать, что такое кус, а это якутская утка. И всем сразу представляется это утка, у которой клыки вот такие. Она на всех смотрит. Не дай бог ты зазеваешься. Коска. Коска, ударение как коска. Либо это человек, который называет себя якутом, а на самом деле у него дефект дикции, он приехал из русскоязычных регионов и называет либо коску, ну, коска, либо это курица, он так, фюить, куска, ю-ю, зайную куску. Кус у нас утка, коска, утенок не подходит. Что же это может быть? Вепрь. Это же вепрь. Кошка? То есть это реально кто-то к вам приперся. Бекетов. И мы узнаем, что у Бекетова, вероятно, мало фруктов, плохая диета, цинга, выпали зубы. И он кошку назвал коска. И с тех пор и пошло. Куруса. А я думал, если куруса, тогда это что-то похожее на кукурузу. Это тоже Бекетов давал. У него, когда вот он немножко дикция нарушилась, и он всем животным решил: класс, сейчас я дам необычные имена. Коска, кукуруза, но куруса. Это уже что-то, это такое животное с чувством собственного достоинства. Если бы я не знал, что это животное, которое живет в Якутии, я бы точно сказал, что это дикая собака динго. Я, правда, не знаю, она уверена в себе, есть ли у нее собственное достоинство. Но пусть будет волк. Дикий волк, такая одичавшая собака или одомашненный волк. Вот что-то вот такое вот. Ну, слишком просто. Куруса — это курица. Ну, что я могу сказать? Если это курица, то в Якутии куры, конечно, с чувством собственного достоинства. Куры у вас там вот с такими яйцами, знаете, говорят. И это ведь правда. Кто не верит, зайдите в какой-нибудь курятник, где несушки сидят. Это реально одно слово? Да нифига, почему там цифра? Это пароль. Почему? Правда, тут цифра есть. Г. А украинцы знают? Вы Г пишете. Так, а вот H. Вообще, вы же знаете, да, что очень длинные слова в шотландском языке. В шотландском языке есть слово, рекордное слово, я боюсь ошибиться, но там несколько десятков букв, поэтому вот это вот ерунда. А куда ударение? Когда мы этардагымсы бпытынагар. Попробуйте, если вы якут, попросите бабушку послушать то, что я произнес. И если она поймет, что я сказал, она, наверное, скажет: ой, Бекетов, что ли? Бекетов, что ли, говорит? Ни черта непонятно, какой-то общий смысл улавливаю. А представляете, если бы вот такое слово означало что-то короткое? Соль. Тогда бы вот в ресторанах: извините, девушка, будьте добры, принесите соль, пожалуйста. А как перец по-якутски? Перец? Тогда бы в ресторанах, если бы вот это слово означало соль, просили бы соль. Знаете, как они бы говорили: девушка, можно мне принести приправу? Она бы говорила: перец? Нет, другое. И приносили бы кидама, ну и так далее. Если бы вот это слово было матерным, это было бы отлично, никто бы матом не ругался. Это было бы очень трудозатратно. Улаган махтал всем, кто смотрел этот выпуск до конца. Я Антон Камолов. Счастливо. До встречи в Якутске. Подписывайтесь на канал. И вот тут там типа вот колокольчик, вот это вот все. И тогда, если вы приедете в Якутию, в республику Саха-Якутия, вы сможете говорить с местными жителями и думать, что они вас понимают. А это будет не так.